Здравствуйте, меня зовут Михаил, я являюсь сотрудником агентства недвижимости «Сделка». Вот и подходит к концу наше долгожданное любимое лето. Время надежд, красоты и отдыха. И возвращаясь домой в городской ритм и суету, многие из нас и очень часто задумываются о переезде за город, о приобретении загородного дома и недвижимости вдали от пыли, суеты. Приобретение загородного дома или участка земли сопряжено с рядом сложностей и особенностей, отличных от приобретения городской квартиры. Во-первых, в первую очередь, всегда надо задумываться о вопросе собственности земельного участка. Разобраться с количеством собственников, сколько их, один, два или несколько, по какому праву собственности было приобретено жилье, будь то договор купли-продажи, договор передачи, дарения, либо вполне возможно, что земельный участок достался по договору длительной аренды, насколько был в этом договор аренды, сколько еще осталось его арендовать. После понимания данных аспектов очень будет интересно рассмотреть немаловажным, одним даже из основных факторов будет рассмотреть вопрос статуса земельного участка. То есть, выделялась ли эта земля под индивидуальное жилищное строительство, либо она выделялась под личное подсобное хозяйство, либо вполне возможно эта земля сельхозназначения, либо каких-либо других назначений. Статус земельного участка является основополагающим вопросом при приобретении земли, либо жилого объекта на этом участке, на земельном участке. После того, как внесена ясность в эти два вопроса, стоит обратить внимание на характеристики непосредственно самого земельного участка. Это такие как наличие удобных подъездных путей, наличие действующих объектов социальной инфраструктуры, как детские сады, школы, больницы, магазины, объекты культуры. Характеристики самого земельного участка – это плодородность почвы, наличие грунтовых вод, возможность подключения к центральным коммуникациям, либо коммуникациям автономности. И только лишь после того, как будет полная ясность картина по собственности земли, ее статусу и характеристикам земельного участка, можно переходить исключительно к вопросу самого жилого объекта, который находится на этом участке. И лишь только после этого можно переходить к вопросу обсуждения и рассмотрения непосредственно объекта жилой недвижимости, находящейся на этом земельном участке. Количество этажей, наличие мансардного этажа либо цокольного этажа, подключенные центральные коммуникации, либо это будет вопрос о автономных источниках тепла, источников энергии, либо это будет автономная канализация, возможность дублирования этих источников. Ну и, соответственно, немаловажным фактором является вопрос материала постройки дома, будь то всем любимый и известный нам кирпич, шлакоблок, газобетон или пенобетон, либо, возможно, брус или перспективная инновационная канадская технология. Каждый вообще из этих материалов имеет свои уникальные свойства и особенности. И мы рассмотрим их в будущем. Каждый из этих объектов мы посмотрим руками, потрогаем и по ним пройдемся. Оставайтесь на нашем канале, и вы сможете узнать намного больше.